В 2008 году Российская Федерация признала Республику Абхазия в качестве суверенного государства. В 2014 году Россия и Абхазия подписали договор о стратегическом партнерстве. Спустя 10 лет отношения двух стран стали гораздо прохладнее. Какие были для этого предпосылки? Кто виноват в текущем кризисе и что будет дальше? Здравствуйте, с вами Кирилл Базилевский. Сейчас Абхазия у многих на слуху, по большей части в негативном контексте. Абхазы отвернулись от России, абхазы продались туркам, абхазы не хотят российских инвесторов, абхазы сидят на шее у россиян, абхазы хотят быть независимыми, пускай за все платят сами. Вот такого рода комментариев в изобилии под всеми материалами о текущей ситуации в Абхазии, в том числе и под моим недавним видео об энергетическом кризисе в Абхазии. Такое впечатление складывается, будто чуть ли не все проблемы россиян из-за того, что Россия финансирует Абхазию, а абхазы отказались от инвестсоглашения. При этом я на 100% уверен, что абсолютное большинство хейтеров имеют об этом самом соглашении крайне смутные представления. А между тем, вопросы по этому документу действительно есть, и по его подписанию тоже. Все не так однозначно, как это дело выглядит для людей, которые не в теме. Но вина на так называемых абхазских элит, безусловно, и дорога в нынешний тупик длилась десятилетиями. Исторические предпосылки перманентного политико-экономического кризиса в Абхазии. Не буду уж углубляться вглубь веков, эта тема не для одного видео, но история Абхазии, как минимум с конца XVIII века, состояла из нескольких серьезных кризисов, в которых абхазы выступали не как субъект международной политики, а балансировали между интересами куда более влиятельных игроков. В середине XIX века Абхазия попала между российским молотом и турецкой наковальней, что вылилось в несколько многотысячных волн махаджирства, когда родину покинуло большинство абхазов, и присоединение к Российской империи. После краха империи Абхазия ненадолго попала под власть независимой Грузии, чтобы вместе с ней оказаться в СССР в качестве автономной республики в составе Грузинской Советской Социалистической Республики. Политика грузинизации, проводимая советскими властями Грузии, периодически вызывала массовые протесты в Абхазии. Межнациональные противоречия в процессе ослабления власти союзного центра и распада СССР вырвались из-под контроля сперва в 1989 году, а война 1992-1993 годов стала их кульминацией. Война и международная изоляция оказали серьезное негативное влияние на политические процессы в Абхазии и ее экономику. История современной Абхазии берет свое начало с 1994 года, когда абхазским парламентом была принята Конституция страны, провозглашающая ее независимость. Первый президент республики Владислав Арзинбе, приведший Абхазию к победе в войне с войсками Госсовета Грузии и Бандовым Хидрионе, обладал громадным авторитетом в абхазском обществе, но ему не удалось по ряду субъективных и объективных причин справиться с анархией и криминальным беспределом в стране. Безусловно, надо учитывать, что много лет Абхазия не имела возможности привести в порядок разрушенную экономику и обуздать мародерство и криминал, во многом из-за того, что республика оказалась в практически полной политической и экономической блокаде. Однако слов из песни не выкинуть. Многие негативные факторы, мешающие нормально жить и развиваться Абхазии, возникли именно в те годы, изменив во многом местное общество. Тяжелая болезнь первого президента Абхазии привела к тому, что ключевые решения по большинству вопросов стали принимать люди из его ближайшего окружения, многие из которых имели неоднозначную репутацию. Это привело к тому, особенно учитывая клановый характер абхазского общества, что сформировалась оппозиция, лидерами которой стали бывший премьер-министр республики Сергей Багапш и бывший министр внутренних дел Александр Анкваб. На выборах 2004 года Багапш победил, несмотря на то, что его оппоненты, ставленники клана Арзинбе, Рауля Хаджинбе, однозначно поддержали в Москве. Проигравшие результаты выборов не признали, противостояние чуть было не привело к гражданской войне. И лишь после резкой реакции Кремля стороны решили договориться и провели новые выборы, на которых
Багапш пошел в качестве кандидата в президенты, а Хаджибов стал в итоге вице-президентом, должность которого, впрочем, в Абхазии не дает особых полномочий. Разумеется, противоречия между двумя группировками никуда не делись, и новые разборки были лишь делом времени. Однако, между тем, Сергей Багапш смог наладить конструктивные отношения с Россией и набрал еще больше политический вес, так как занимал свой пост, когда случился настоящий прорыв в статусе Абхазии. В 2008 году Российская Федерация признала Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств после так называемой пятидневной войны с Грузией. Все помнят принуждение к миру 08-08-08. Багапшу удалось на фоне эйфории от этого важнейшего для республики события несколько сплотить абхазское общество. И на второй срок он пошел уже в связке с Александром Ланквабом, снова победив Хаджибова уже в одну калитку. При Багапше в Абхазию стали очень осторожно заходить российские инвесторы. Некоторые из них работают до сих пор, но хватало и историй типа эпопеи с супермаркетом «Континент» в Гагре. Хотя предприниматель Игорь Варов до сих пор занимается бизнесом в Абхазии. Когда-нибудь по инвестициям я выпущу отдельное видео. Я же первую фирму открыл в Абхазии в 2006 году. Время было сложное, неоднозначное, но чувствовалась в обществе какая-то надежда на то, что жизнь налаживается. Эти ощущения усилились после признания России Абхазии и начала поступления российской финансовой помощи. К сожалению, в 2011 году Сергей Багапш скончался, а президентом стал Александр Анкваб, набрав на выборах почти 55% голосов. Рауль Хаджибов тоже участвовал в выборах, но набрал всего 19, уступив еще и другому политическому тяжеловесу Сергею Шабо. Он сейчас исполняет обязанности министра иностранных дел Абхазии. Хочу отметить, что в Абхазии реально конкурентная политика. Власти не имеют возможности использовать административный ресурс на полную катушку. За возможными фальсификациями на избирательных участках внимательно следят представители всех кандидатов. Кроме того, существует разделение властей. Парламент не всегда лоялен исполнительной власти и часто может не поддерживать те или иные решения президента и правительства, что является очень важным моментом для анализа ситуации в Абхазии сегодня. Впрочем, у абхазской политики есть и свои недостатки, но об этом как-нибудь в другой раз. Однако, надо отметить, что достаточно жесткий стиль управления страной нового президента понравился в Абхазии далеко не всем. За глаза многие называли Анкваба «железный Алик». На него был совершен ряд покушений. В результате одного из них автомобиль президента был обстрелян из гранатомета и погиб охранник. По этому делу были арестованы и осуждены исполнители преступления. Имена заказчиков достоверно до сих пор широкой общественности неизвестны. Мотивом могли быть как бизнес-интересы, так как Анкваб пытался взять под контроль теневые сектора экономики, так и политика. С Москвой отношения у Анкваба были рабочие, но существовала некоторая дистанция. Так или иначе, в стране нарастал политический кризис, который вылился в так называемые майские события 2014 года, когда объединенная вокруг Рауля Хаджибова оппозиция обвинила Анкваба в коррупции, авторитарном стиле правления и незаконной раздаче паспортов лицам грузинской национальности. После многотысячного митинга оппозиция захватила президентскую резиденцию, Анкваб был вынужден уйти в отставку. Москва в лице всесильного тогда куратора Абхазии Владислава Суркова на, по сути, антиконституционный переворот отреагировала довольно спокойно и поддержки Анквабу не оказала. Впоследствии многие мои друзья и коллеги в Абхазии считали, что эти события стали отправной точкой для последующих политических кризисов, открыв ящик Пандоры, а Суркова в Абхазии до сих пор оценивают крайне негативно. В августе 2014 года в Абхазии прошли президентские выборы, и очередным президентом все же сумел стать Рауль Хаджибов, пообещавший населению позитивные перемены уже на следующий день. Однако он так и не преуспел в решении ни одной проблемы, стоящей перед Абхазией. 6 лет его правления оказались очень противоречивыми. Премьер-министры менялись, если не ошибаюсь, 7 раз, но улучшения экономической ситуации добиться не удалось. Не было проведено никаких значимых реформ. Ситуация с криминалом оставляла желать лучшего. Происходили похищения коммерсантов с целью выкупа. В эпоху Хаджибова как раз начал расцветать в стране майнинг, который уже тогда приобрел настолько серьезный размах, что власти решили его запретить. Но на практике абсолютное большинство фирм продолжало незаконную деятельность. Как я уже в начале видео упоминал, в 2014 году между Россией и Абхазией были подписаны целый ряд документов.
в том числе договор о стратегическом партнерстве и другие соглашения. Был принят закон об инвестиционной деятельности, но он так и не смог стать рабочим инструментом для нормальной работы инвесторов. В стране отсутствовал и отсутствует на сегодняшний день кадастр недвижимости, не реализовывались в полной мере гарантии для российского бизнеса. Наглядный пример – история с трубным заводом Михаила Панова в Гудауте, которые ошибки совершили все ее участники, но наглядно была продемонстрирована импотенция государства при решении конфликтной ситуации. Оппозиция, представляющая собой в основном сторонников уехавшего в Москву бывшего президента Анкваба, яростно критиковала политику Хаджинба и даже сделала попытки повторить маневр хаджинбистов 2014 года. Но до поры до времени у них это не получалось. В 2019 году Хаджинба, имевший к тому моменту у населения низкий кредит доверия, тем не менее сенсационно, буквально на тоненького, победил на очередных выборах. Но оппозиция стала оспаривать результаты. В результате Верховный суд признал выборы несостоявшимися. Правда, в немалой степени этому поспособствовал захват здания администрации президента всем известным героем ДНР Ахре Ависба с группой сторонников. А причиной этого действия послужил арест охранника Хаджинба по обвинению в участии в печально известном тройном убийстве на набережной в ноябре 2019 года. Тогда в ходе заказного убийства погибли два вора в законе, один из которых был родственником Ахры, и случайно попавшая под пули официантка. Вот такая специфика абхазской политики, что иногда поводом для изменения политического ландшафта является причина совсем не политические. В общем-то, так или иначе, Хаджинба был вынужден, не дожидаясь новых выборов, уйти в отставку. Весной 2020 года новым президентом Абхазии выбрали Аслана Бжания. Это было уже его второе участие в выборах. В 2014 году он проиграл Раулю Хаджинба, набрав 35% голосов. А перед выборами 2019 года, на которых он должен был стать основным соперником действующего на тот момент президента Хаджинба, было объявлено об его отравлении, реальность которого, правда, так и осталась невыясненной по сегодняшний день. А Бжания перед выборами образовал властный тандем с экс-президентом Александром Анквабом, протеже которого Олег Ажва на выборах 2019 года набрал 21% голосов. Именно поддержка Анкваба помогла Бжании уверенно победить. Его оппонент от хаджинбистов, будем их так называть, или арзинбистов, бывший министр экономики и один из лидеров нынешней оппозиции Адгур Арзинба тогда получил 35% голосов. Начало правления Бжания легким не оказалось, так как раз в разгаре была пандемия COVID-19, границы Абхазии были закрыты до 1 августа 2020 года, что не могло сказаться на экономической ситуации, потому что туристов не было, да и вся остальная деловая активность тоже была заморожена. Но, тем не менее, отношение к Бжанию у населения Абхазии стало меняться в худшую сторону. Так же, как и в случае с Хаджинбом, обещания его преемника сильно не совпадали с реальностью. Да, что-то делалось, привлекались средства под инвестпроекты типа Тамыч-Виллидж. Уменьшилось количество тяжких преступлений, но общее состояние экономики лучше не становилось. Майнинг продолжал убивать абхазскую энергетику, а коррупция становилась все более тотальной. Многим не нравилась практика, что Бжания больше времени проводил в России, чем в Абхазии, но и раздражали некоторые привычки президента во время мероприятий. Сейчас буквально ненадолго отвлечемся, и я расскажу коротко о тех услугах, которые оказывает наше партнерство «Абхазские проекты», координатором которого я являюсь. Партнерство «Абхазские проекты» – это сообщество специалистов, оказывающих комплексные услуги для российских предпринимателей по широкому спектру вопросов. Мы помогаем регистрировать в Абхазии общества с ограниченной ответственностью и филиалы российских компаний. Предоставляем консультации по вопросам предпринимательской деятельности, налогообложению, вопросам недвижимости. Берем на аутсорсинг бухгалтерию, сопровождаем сделки с недвижимостью и осуществляем подбор земли и объектов. Оказываем услуги по всем вопросам абхазского учета автомобильного, привозим автомобили на российский абхазский учет из Японии и Грузии под заказ. Помогаем растаможить автомобили с абхазского учета на российский. Первую попытку надавить на власть оппозиционеры предприняли еще в декабре 2021 года. Однако прорвать баррикады из автобусов и оцепление милиции им не удалось. В обществе тогда складывалась ситуация, когда репутация президента, проводящего большую часть времени в России, падала, но и оппозиция не имела серьезной поддержки. Периодически политический кризис обострялся, как в случае с ратификацией соглашения о передаче комплекса государственных судей ФСО России,
рассмотрением 2 законопроектов о строительстве апартаментов, рассмотрение соглашения о сотрудничестве МВД Абхазии и Росгвардии, соглашение о признании исполнения судебных решений и так далее и тому подобное. Кроме того, Бжане ставили в упрек разрешение заниматься легально майнингом в самом начале его управления. Вот тогда быстро стало понятно, что это грозит абхазской энергосистеме катастрофой, но было уже поздно. Ситуация еще усугублялась тем, что власть хронически не была в состоянии внятно и аргументированно объяснить обществу правильность принимаемых решений и их пользу для Абхазии. При этом складывается впечатление, что по большинству межгосударственных документов абхазские представители устранились от их предварительного согласования с российской стороной, из-за чего целый ряд положений этих соглашений выглядели в глазах общественности не отражающими государственных интересов страны. Есть основания полагать, что президент и его министры вводили в заблуждение российских коллег по поводу общественных настроений в Абхазии и реалистичности принятия некоторых совместных документов в той редакции, в которой они предлагались. Что касается скандальных законопроектов, то их формулировки были часто настолько неконкретны, что заставляли многих думать, что в них есть подводные камни. Например, строительство апартаментов в Восточной Абхазии без обязательной связи с развитием убитой уже сейчас инфраструктуры представлялось многим вредной авантюрой. Разумеется, масло в огонь подливали лидеры оппозиции, сплошь и рядом выступая с популистской и ксенофобской повесткой. Оппозиция обвиняла власть в распродаже Родины и работе на олигархов. Власть называла своих оппонентов антироссийскими силами. Очевидно, московские кураторы Абхазии тоже оказались не на высоте, пустив ситуацию на самотек. Возможно, они получали одностороннюю информацию о реальном положении дел. Слишком много решалось в российско-абхазских отношениях кулуарно. Все это закончиться нормально не могло. И вот осенью 2024 года Россия объявила о том, что за переток электроэнергии Абхазии придется платить живыми деньгами. И перестанут осуществляться выплаты абхазским бюджетникам. Многие тогда посчитали, что эти решения носят символический характер с целью подстегнуть абхазские ветви власти к более эффективной работе по ратификации 2 важных для России документов – соглашение о принятии судебных решений и соглашение по реализации инвестиционных проектов. Если первое парламент Абхазии ратифицировал, то второе и вызвало острейший в новейшей истории Абхазии политический кризис. Уход в Бжане и тотальный энергетический кризис. На сегодня ситуация такова. Каждый день коммерческого перетока из России обходится абхазскому бюджету более 8 миллионов рублей. Электроэнергия днем подается на пару часов. Простые люди в многоэтажках реально замерзают. Упала деловая активность. Критическая волна публикаций в российских СМИ на данный момент заставила многих российских предпринимателей притормозить с началом проекта в Абхазии. Это я вижу и по обращению в наше партнерство «Абхазские проекты». Разумеется, все со временем наладится, однако этот период надо как-то пережить. В этом плане радует, что не все в Абхазии впадают в уныние. Например, продолжает свою работу новая канатная дорога в Новом Афоне, который создал талантливый инженер из России Константин Костенюк. Она работает в том числе от дизельного генератора, а значит от перебоев не зависит. Вот вашему вниманию короткое видео из Нового Афона. Подробности для тех, кто хочет прокатиться, есть в описании. В общем, в Новый год Абхазия входит в непраздничном настроении. Всю Абхазию шокировала на днях стрельба в абхазском парламенте, в ходе которой один из депутатов застрелил одного своего коллегу, тяжело ранил другого.
Эта трагедия, безусловно, нанесла громадный ущерб репутации Абхазии и поставила под еще большую угрозу абхазскую государственность. Я вот честно скажу, я помню Абхазию 2006-2008 годов. Непризнанная республика, денег нет. Многие мои друзья регулярно выдвигались на сборы резервистов, с криминалом было по-разному. Однако мало кто мог представить, что спустя почти 20 лет в безопасной от внешних угроз стране с худо-бедно идущими инвестициями и многомиллиардной помощью могучего северного соседа страну будут раздирать на части алчные кланы, а люди будут элементарно замерзать в своих домах. Толпы будут регулярно захватывать административные здания, а депутаты будут убивать друг друга прямо на рабочем месте. Вроде бы уроки противостояния далекого 2004 года должны были стать уроком для всех, но нет, этого не случилось. Последние 10 лет страна во многом, по свидетельству ее же жителей, идет в разнос. И может сложиться ситуацию, когда большинство населения просто не захочет больше выносить опостылевших персонажей, рвущих друг у друга власть, несмотря на всю их патриотическую трескотню. И люди решат, что такая псевдогосударственность им не нужна. Судя по настрою многих, с кем я общаюсь, до такого расклада не очень далеко. И дай бог, конечно. Кое-кому неплохо бы опомниться, если, конечно, они в состоянии это сделать. Вот так и получается, что некомпетентность исполнительной власти, деструктивная деятельность оппозиции и явная потеря бдительности кураторами республики привели к столь печальной ситуации. Кланы, десятилетиями вырывающими друг у друга власть ради контроля над доставшимися советских времен активами и многомиллиардной российской финансовой помощью, подвели Абхазию к самому краю пропасти, за которым отчетливо виднеется крах абхазской государственности. Сейчас люди в Абхазии проклинают обе стороны, и не горят, я имею в виду оппозицию и власть, и не горят желанием идти на очередные выборы президента, за пост которого основными претендентами опять получаются представители тех сил, которые за эти десятилетия довели страну до ручки. Вот это, конечно, печально. Ближе к концу этого видео хотел бы вернуться снова к теме инвестиционного соглашения. Не собираюсь опять мусолить вопрос, почему парламент Абхазии отказался ратифицировать этот документ. Меня заинтересовало другое. Допустим, в новом году депутаты соберутся и примут положительное решение по этому инвестиционному соглашению. Что дальше? Кто и на какие деньги будет реализовывать это громадье планов, по которым, правда, на сегодняшний день нет ни малейшей конкретики? Почему меня заинтересовал данный вопрос? Один из пунктов соглашения касался создания в Абхазии филиала Российского банка, так как нужен будет контроль за заемными средствами. То есть предполагается, что российские бизнес-структуры будут брать деньги у российских же кредитных организаций для масштабного строительства в Абхазии. Однако ситуация с кредитами в России осложнена тем, что становятся они все более дорогими. Дорогими они становятся потому, что Центробанк, чтобы удержать все быстрее растущую инфляцию, уже длительное время повышает ключевую ставку. Это заставляет коммерческие банки ухудшать условия по кредитам. А это влияет на экономическую активность, о чем открыто говорят не какие-нибудь там иностранные агенты, а представители крупного российского бизнеса и госкорпораций типа Ростеха. Повышение ключевой ставки Центробанк стимулирует граждан класть деньги на депозиты, а не вваливать излишние денежные массы в потребление, еще больше разгоняя инфляцию. Однако ключевая ставка Банка России 21% не стала пока барьером для снижения инфляции, а сами инфляционные ожидания не внушают оптимизма. Тем более, что президент России на днях щедрой рукой объявил о расширении льготной ипотеки, что как раз приведет не к увеличению вкладов на счетах, а наоборот. Наверное, Набиуллиной после этого, вероятно, поплохело. 20 декабря Банк России, вопреки ожиданиям, имеющим под собой реальные основания, не стал повышать еще более ставку. Это может говорить о том, что финансовый блок не верит в действенность такой меры для обуздания инфляции, а ссориться с могущественными олигархами им совершенно не хочется. Так как выпадов против руководства Банка России с каждым днем все больше, и хочется, наверное, думать о сохранении своих должностей, а не о маловероятном улучшении макроэкономической ситуации. Как в этом случае привлекать длинные деньги в проекты в Абхазии, если проценты по кредитам будут больше, а стройматериал, оборудование и техника будет дорожать также из-за инфляции? Да, инвесторам по соглашению полагается очень вкусные на первый взгляд пряники в виде всякого рода преференций. Но хватит ли это, чтобы довести проект до запуска, а потом еще и нормально отбить вложенные средства?
Скорее, больше шансов добиться успеха у небольших и средних инвесторов, оперирующих собственными средствами. Но вот для них преференций не предусмотрено, а еще им очень хочется реальных гарантий для своего бизнеса в Абхазии. Вот как-то так. Вот, может быть, я в чем-то ошибаюсь в этом вопросе, так как у меня образование не экономическое, а юридическое. Ну, тогда поправьте. Будет, кстати, интересно почитать ваше мнение в комментариях. Подробно об Абхазии, о нюансах там бизнеса, инвестициях и прочих других делах я рассказываю в своем телеграм-канале «Базилевский про Абхазию», в нашем блоге на сайте партнерства «Абхазские проекты», в Зен-канале про Абхазию с Кириллом Базилевским, а видео я также дублирую в Зен, YouTube и ВК. Ссылки смотрите в описании. Будет замечательно, если поставите лайк под этим видео, нажмете на колокольчик, чтобы получить уведомления о новом контенте на моем канале, и оставите комментарий. Ну и, конечно, желательно подписаться. Это полезно для продвижения канала, и мне интересно мнение подписчиков. На сегодня это все, что я хотел вам рассказать о предпосылках, которые привели Абхазию к такому острому кризису. О развитии событий буду вас информировать. Действительность не радует, но надеюсь, что все наладится. Если вас заинтересовали услуги партнерства «Абхазские проекты», смотрите ссылки опять же в описании. Задавайте вопросы в комментариях под видео или смотрите опять же в описании контакты, по которым можно со мной связаться. Если захотите поддержать канал финансово, реквизиты также есть в описании. Советую вам по любой теме, включая абхазскую, адекватно воспринимать получаемую информацию, прибегая к различным источникам и не верить сходу любителям хайпа или профессиональным пропагандистам, неважно из какого они идеологического лагеря. На тот момент, когда я решил выложить это видео, поступила информация, что Россия дала социальный переток для Абхазии, и теперь ситуация с энергетикой в Абхазии стала чуть получше. Я уже связывался сейчас с своими коллегами, разумеется, они все очень благодарны российскому руководству за то, что ситуация улучшилась, и теперь, конечно, все равно будут отключения, но уже не такие глобальные, как раньше. Будем верить, что летом 2025 года сотни тысяч россиян снова приедут, как в предыдущие годы, уже в спокойную, стабильную Абхазию и получат удовольствие от отдыха. До новых встреч!